Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. С 18 октября по решению администрации Ленского бассейна навигация официально закрылась и начался период неблагоприятных метеоусловий. В этот период на паромной переправе по маршруту Якутск-Нижний Бестях обычно начинают применять повышенные тарифы. Также с 1 декабря ожидается индексация тарифов на коммунальные услуги. Об этом и в целом о тарифной политике поговорим с Антониной Винокуровой, председателем Госкомцен Якутии. Антонина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему применяются повышенные тарифы за перевозку на переправе и до какого числа они будут действовать? Да, начиная с момента, когда навигация закрывается официально, вступает в силу наш приказ, опять же мы утверждаем этот тариф, действительно с повышенными тарифами. Дело в том, что когда навигация закрывается, интенсивно начинает падать вода и меняются причалы. И для того, чтобы обустроить новые причалы, предприятия привлекают портальные краны, буксиры, и черпают, допустим, углубляют дно и так далее. И, в общем, делают новые причалы. Помимо этого надо обогревать свои эти паромы, там, буксиры и так далее. Берется в аренду буксир. Когда идет шуга, значит, этот буксир еще помогает самим паромам проходить через шугу и так далее. В общем, появляются большие дополнительные затраты. В связи с этим тарифы повышаются. Но я хочу сказать, что те тарифы, которые сейчас вступили в силу, они действуют у нас еще с 2016 года. С тех пор еще не повышались. Хотя, несмотря на то, что есть все факторы для того, чтобы их еще пересмотреть. Но мы этого не сделаем, пока они нам не докажут свои затраты. То есть обоснованность этих затрат. Да. В этом году не все автотранспортные средства будут платить повышенные тарифы на паромах. Что изменилось? Да, на самом деле наш приказ не изменился, как я уже сказала, да, действуют с 2016 года тарифы, но было совещание у министра транспорта Владимира Михайловича Сивцева вместе с паромщиками и предпринимателями. Дело в том, что в этом году у нас с железной дорогой график немного сместился, в общем, не успевают товары, продукты социальной значимости приехать вовремя, и поэтому была достигнута договоренность такая, что АЯМ, это структура дочерняя железных дорог, они вообще не повышают тарифы на свои паромы, да, вообще ни для кого, ни для грузовых, для любых грузов и для любых машин. А другие перевозчики согласились именно по товарным накладным смотреть, какой груз идет, и если идет именно товар из того перечня, который включен в социально значимые, то к ним применяются летние тарифы. Вот такая договоренность достигнута. Действуют эти тарифы до момента, когда совсем перестают ходить паромы и пойдет уже ледокол. Многих автолюбителей наверняка интересует вопрос, почему в эти дни резко подорожало дизтопливо, при этом и в розницу, и оптом. С чем это связано? Да, дизтопливо действительно подорожало. Хочу сказать, что вообще цена на этот товар не подлежит регулированию ни на одном уровне, да, никто не имеет права устанавливать, имея в виду органы власти. Но мы смотрим там так называемые торговые надбавки и снабженческо-сбытовые надбавки, то есть содержание самих нефтегаз. В этой части у нас пока ничего не изменилось, а вот именно изменилась цена закупа топлива. Именно само дизтопливо, оно подорожало нынче, подорожание уже началось в этом году давно, и вот по той цене, по которой закупили, предприятия вынуждены повышать, потому что дальше, если не будут повышать, то они будут работать себе в убыток. В связи с этим принято ими такое решение. Ну, не только дорожает дизтопливо, как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря, почему происходит внеочередная индексация? Да, действительно, такое решение принято на уровне правительства Российской Федерации. Принят прогноз социально-экономического развития, который подготовил Министерство экономики Российской Федерации. И в этом году принято решение тарифы на 2023 год не с июля повышать, а повышать с декабря этого года. То есть считаем 2023 год и повышаем с декабря. Почему такое решение принято? Понятно, что это, во-первых, для того, чтобы в этом году сложилась вообще инфляция выше, чем предыдущие годы. И это, конечно, ударило и по жизнеобеспечивающим нашим предприятиям. Они вынуждены закупать и топливо, и запчасти, и материалы уже по дорогой цене. Да? И чтобы они совсем не ушли в убыток, и чтобы у нас не начались проблемы уже с жизнеобеспечивающими предприятиями, принято такое решение, во-первых. Во-вторых, это поможет сдержать уровень роста инфляции в 2023 году. У нас в 2023 году уже не будут повышаться тарифы с июля.
Мгм. Ну, то есть теперь у нас смещаются сроки индексации. Просто сместились да. сроки, да. Мгм, Да. мгм. Зато следующее будет только с июля 2024 года. То То есть есть этими через год, тарифами через полтора через года. 1,5 года даже. Будем да, жить с этими тарифами полтора года. Э, А какие факторы влияют на размер тарифов вообще в нашей республике? Да, конечно, это хороший вопрос. Всегда спрашивают, а почему вообще должны расти тарифы? Да? Проблема в том, что мы живем в условиях рыночной экономики. Вернее, не проблема, а ситуация такая, что мы живем в условиях рыночной экономики. А рыночная экономика, она предполагает под собой, что на львиную долю товаров, продукции, услуг тарифы не регулируются. Регулируются тарифы только на услуги монополистов, на те услуги, которые нельзя вот там, допустим, конкуренцию сделать, не построишь отдельно рядом другую котельную, чтобы конкурировать с имеющейся, как говорится, да, вот только на эти вещи мы регулируем тарифы. А в этом году факторы вот такие, как я уже сказала, инфляция в целом, сильно выросли цены на уголь у нас для наших предприятий, на нефть, мы топимся нефтью, да, в отличие от других субъектов Российской Федерации. И, конечно, растут все другие затраты, связанные с ремонтами, с запчастями, транспортные услуги. И в то же самое время еще и принято отраслевое тарифное соглашение в сфере ЖКХ. Не секрет, что у нас в сфере ЖКХ зарплата очень низкая. В деревнях получается, что мужчины, работающие в котельных, они получают меньше, чем свои жены, учителя, да, и так далее. И поэтому вот принято отраслевое тарифное соглашение, а по законодательству мы обязаны его принять в тарифы. Ну, 5 лет вот жили со старыми отраслевыми, сейчас вот должны перейти на новое отраслевое соглашение. Вот такие факторы влияют. Есть широкий спектр мер поддержки населения в части компенсации и субсидий на оплату коммунальных услуг, а для предпринимателей, ну или прочих потребителей есть какие-нибудь льготы? Да, действительно, для населения у нас очень широкий спектр адресных субсидий. На самом деле, вообще для всего населения у нас установлены льготные тарифы. И у нас за тепло, воду, канализацию мы все абсолютно независимо от доходов не платим экономически обоснованные тарифы. И разница, вот затраты наших предприятий окупаются платежами граждан только на 30%. Остальное субсидируется из бюджета. Сумма беспрецедентно большая, 27 миллиардов потребность, да? Это по сравнению со всеми другими субъектами. Следующий за нами идет только Санкт-Петербург с 7 миллиардами, как говорится, да? Это, конечно, несравнимо с Санкт-Петербургом. Ну, понятно, что наши условия суровые. Нам для отопления 1 квадратного метра жилья нужно в 2 раза больше тепла, чем в средней полосе России. Вот эти вот все факторы влияют на то, что приходится из бюджета выделять деньги для того, чтобы держать тарифы для населения на среднероссийском уровне. Это один вид общей помощи всему населению. Но есть еще адресные субсидии. То есть вот этот сниженный тариф, есть семьи, которые не могут оплатить эту квартплату, им уже выделяется адресная субсидия. В каждом райцентре есть агентство субсидий, есть эта услуга и в МФЦ во всех. Человек может обратиться в МФЦ со своими документами на дом, со своими подтверждающими квитанциями на квартплату. И если там получается выше 15% расход, то тогда вот эта разница ему субсидируется. При этом хочу сказать, что в России принят общероссийский стандарт 22%. Наше правительство этот стандарт снизило уже давно, очень давно, до 15. Помимо этого, наше правительство ввело еще дополнительные льготы по адресным субсидиям для семей с 5 детьми. И для неработающих пенсионеров шкала может быть даже не 15%, а от 0 до 15. То есть, если семья большая, живет в маленькой квартире, а доход низкий, то она может вообще освободиться от квартплаты, как говорится. Есть еще льготы по площадям. У нас, если в России принят стандарт 18 квадратов на человека, то у нас в республике к этому добавляется еще 9 квадратов на кухню, и для неработающих пенсионеров берется 64 квадрата. То есть квартплата пересчитывается в пределах нормативной площади и потом сверяется вот с доходами. Вот такие меры. А что касается других потребителей, то здесь в этом году в связи с тем, что вот растет очень цена на топливно-энергетические ресурсы, сейчас вот решением правительства и главы республики внесен законопроект о том, чтобы на тепловую энергию для предпринимателей ввести так называемый
не то чтобы льготный тариф, но именно выражаемый в лимитировании процента роста тарифов на тепловую энергию для них. То есть мы лимитируем тариф для предпринимателей с ростом не выше 10%, потому что, к сожалению, у нас тарифы могут вырасти и выше. Тогда получается, допустим, остальные потребители, бюджетники, там, крупные потребители, прочие, там, остальные потребители будут платить экономически обоснованный тариф, а предприниматели заплатят не выше 10% роста от сегодня действующих тарифов. Это новая льгота, новая инициатива, которую предлагается принять, учитывая сегодняшние условия. Ну и в завершении нашей беседы хочется услышать прогноз, как будет меняться тарифная политика у нас в стране. Ну, прогноз уже принят, и вот мы ожидаем сейчас рост тарифов и делаем сейчас всю работу, чтобы успеть все это принять, все решения до 18 ноября. Тарифы вступают в силу с 1 декабря. Есть так называемый предельный индекс, который доводится по населению, в целом по субъекту. До нас и до всех субъектов Российской Федерации нынче доводится единый индекс. Раньше он был дифференцирован по субъектам, сейчас единый индекс в размере 9%. И мы в пределах этих 9% должны утвердить тарифы на различные виды услуг, там где-то больше, где-то меньше, и при этом вот в среднем по республике должны выйти на 9%. Помимо этого есть еще так называемые отклонения по муниципальным образованиям, это по поселкам, и до нас доведен индекс 2,4%, то есть мы должны смотреть так, чтобы ни по одному поселку не получилось роста платежей граждан за коммунальные услуги больше, чем на 9 плюс 2,4, это будет 11,4. Но при этом по республике мы должны ложиться в 9. То есть у кого-то будет ниже, у кого-то больше. Зависит от набора услуг. Если в доме есть только газ и электро, то будет пониже рост там. Если есть и центральное отопление, вода, канализация, то там другой рост будет. Вот так. Считается буквально по каждому поселку, по каждой семье. Владимира Борисовна, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем канале.